Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media и представляем проект «Единомышленники». В этой студии будут дискуссии на разные темы, которые волнуют наших граждан. Мы думаем, что общение единомышленников дает возможность лучше понимать то, что происходит в стране, и выработать собственную оценку. Мы уверены, что Молдова нуждается в единомышленниках, которых объединяет любовь к своей стране, желание знать, понимать, анализировать и, самое главное, критически мыслить, предлагать и участвовать в процессах ее развития. Говорят, что в общении человек стремится найти не истину, а единомышленников. Мы – единомышленники. Елена Карамид и Екатерина Жекова. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. И сегодня с нами в студии исполнительный директор Института стратегических инициатив, эксперт в области социальных политик Вадим Пестренчук. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте и спасибо большое за приглашение. И вам спасибо, что вы приняли наше приглашение. И сегодня вот самую первую нашу программу проекта «Единомышленники» мы проводим с вами. И тема нашей сегодняшней встречи – европейский курс Молдовы, спекуляции и реальность. Давайте поразмышляем. Давайте. Еще раз спасибо, что вы пригласили на первую свою передачу. Я очень рад, что вот возникают новые форматы передачи и дискуссий. И надеюсь, что у нас будет очень живая дискуссия по данной теме. Да, именно на это мы и рассчитываем, поэтому мы хотим таких вот естественных, очень простых и доступных дискуссий в студии, чтобы людям всем было понятно, что обсуждаемое в стране важно знать, понимать и выработать свою точку зрения и свое отношение к этому. Ну и самое главное событие, которое ожидает нашу страну, граждан, предстоящие выборы и референдум. И вопрос, что означает референдум для вас и считаете ли вы, что он нужен? Если он уже будет, то я считаю, что очень важно пойти и проголосовать, во-первых. Я не буду агитировать, как нужно голосовать, не знаю даже, если закон нам пока позволяет это делать. Но этого не надо делать. Очень важно говорить, что надо голосовать, потому что референдум – это важная составляющая в жизни любой страны. Я помню, будучи депутатом в парламенте и работая в правительстве, тогдашняя оппозиция очень часто говорила по любому вопросу о европейской интеграции, каких-то там больших проектов, нужны референдумы, нужны референдумы. Вот когда он возник, мы уже а может не нужно референдум. Кстати, если даже оттолкнуться чуть от этой темы, это очень важный инструмент. Я думаю, что в будущем мы его чаще будем использовать, потому что перед нами, перед всей страной и обществом будут очень серьезные проблемы, на которые мы должны будем размышлять как страна, как общество. Ну, я вам дам пример. К примеру, все, что сейчас говорят о изменении климата, о том, что мы должны будем изменить, может быть, и наш быт в какой-то мере. Все это должно обсуждаться на вот таких, браться решения. Эти решения должны быть взяты в консенсусе или в каких-то очень национальных дебатах. Кстати, очень часто делаются, может быть, не референдумы, на какие-то на уровне сел, на уровне сообществ тоже голосуют люди, на что потратят какие-то деньги и тому подобное. Но для меня этот референдум очень важен, потому что я, не знаю, может быть, уже не молодой, но еще и не старый, я считаю себя прагматичным человеком. То есть я всегда делаю то, что считаю, что хорошо будет влиять на меня, на мою семью, на мое сообщество, на мою улицу, да. Поэтому я считаю, что я знаю, что в Гагаузии европейская интеграция не совсем популярна. Я и знаю почему примерно. Да, и тогда я и даже нам скажите. Я даже и не обижаюсь, я не считаю, что от этих людей нужно отделяться. У меня есть многие друзья, у которых разные мнения. Но все-таки я вернусь к тому, я считаю себя прагматичным, и я, как прагматичный человек, буду выбирать то, что лучше для семьи, что лучше для моего города, для моего сообщества. С этой точки зрения, я думаю, что ответ очень ясен. Опять же, я его говорить не буду, люди сами будут решать, что делать.
это очень важный референдум, потому что если его не сделать или неправильно провести, или, скажем так, если игнорировать более-менее. Есть и такие. Я еще и боюсь того, я еще человек, который путешествует очень часто и по работе, и я думаю, как мы будем выглядеть вне, да. Нам всегда нравится просить помощь, нам нравится, когда нам помогают, Турция, Евросоюз, кто угодно, да, нам нравится, когда нам помогают, но не всегда мы думаем о том, как определенные действия наши внутри страны выглядят вне страны, да, вот на международном уровне. Это очень важно, потому что имидж нашей страны делают не только политики, которые туда едут, и мы сами, и граждане, но и те действия коллективные, которые мы сами делаем тут у нас дома. Вадим, вот вы сказали, референдум, конечно, необходим, но почему жители не готовы к такого рода референдумам? Потому что есть какое-то такое непонимание, для чего придумали, зачем надо. Хотя одновременно с этим вы правильно говорите, что было время, когда в парламенте Республики Молдова очень часто говорили о том, что надо проводить референдумы, потому что это единственная возможность согласовывать свои действия с гражданами. Почему люди не готовы к такого рода? Я думаю, что люди готовы к этому роду действий или к этому роду упражнений демократических, если можно так. Это очень важные действия. Почему? Если смотреть даже и опросы, людям нравится влиять на власть посредством разных процессов. Да. В селах тоже нравится выбирать. Смотрите, мы одна из немногих бывших советских республик, где выборы очень важны. У нас меняется правительство. Посмотрите, за всю историю 33 года. В этом смысле, да. Меняется правительство, да, обзываются перед этим. Ты диктатор, я диктатор, но все равно одни уходят, другие приходят. А это наше качество граждан. Нам нравится это. Людям нравятся и референдумы. Те, которые не готовы, которые еще не выросли достаточно, это политики. Потому что каждый раз, когда у нас проводились какие-то такие или идеи о проведении референдума, включается вот эта наша молдавская в скобках смекалка, а давай я буду чуть-чуть против, потому что вот на данный момент до утра мне это выгодно. Ну, до утра мне выгодно, а что будет послезавтра, мне уже все равно. Вот это у нас эта склока маленькая такая, а люди все готовы. Люди готовы, им нравится влиять на власть. Это прямой Вы об этом говорите власти. Как социолог сейчас? Нет, я говорю об этом и как гражданин Республики Молдова, которому нравится своя страна и который посвятил путешествию по стране очень много времени. Я даже когда делал свою на аспирантуре, когда был, мое исследование было про молдавские села, да, про коллективизацию, коллективизм и коммунитаризм, это уже модное слово. И я очень много общался и с общественными, там, и местными лидерами на юге, и на севере, и с церковными служителями, и с мэрами, и с людьми, и участвовал на разных таких сельских больших собраний. Очень интересно. Сходах граждан, может быть, да? Сход граждан, может, у вас. И это для меня было интересно, и до сих пор вспоминаю. Мне очень жалко, что они реже сейчас, кстати, проводятся. Где люди будут, именно принимают важные решения про развитие своего там сообщества. Это очень такое, на самом деле, хорошее событие, которое бы дало возможность людям не только определять, но и предлагать, и участвовать. Как-то кажется, что надо больше говорить о том, что такие референдумы, сходы граждан, я не знаю, еще такие мероприятия, где гражданин высказывает свою точку зрения, на самом деле могут быть определяющими для того, куда будет двигаться страна, какие люди будут управлять страной. То есть, может быть, об этом просто мало говорили в нашей стране? Абсолютно. У нас Потому что, мало когда я говорят. говорю, люди не готовы, я говорю про Гагаузию, в которой мы живем. И чувствуется, что есть какая-то такая неготовность участвовать в подобного рода референдумах. Хотя референдум 2014 года в Гагаузии показал совершенно другую степень сплоченности. Я думаю, что гагаузы готовы, им тоже нравится влиять. И более того, если есть граждане, которые проживают в Гагаузии, которым не нравится европейская интеграция, они могут пойти именно и проголосовать так, как им нравится. Там же есть два варианта. Важно, да. Почему? Потому что если ты не идешь на этот голос, тогда тебя как гражданина не существует. Да? У нас огромное количество граждан, которые не будут участвовать ни в выборах, ни в референдуме, потому что они за границей где-то, далеко до
ты участвовал? До участка, даже в самые пиковые годы все равно эта цифра из диаспоры, которая участвовала в выборах в любой стране, она даже не приближалась к половине тех, которые имеющихся граждан. Да, живут в данной стране. То есть с этой точки зрения участвовать надо, потому что это, ну, как бы наше право, будут и другие темы. Когда ты просто, как говорится, ну, игнорируешь или бойкотируешь для чего? У тебя же есть право сказать нет, да, есть возможность, или да, или нет. А почему в таком случае запускается идея бойкота? Я же опять вам сказал, это недальновидность некоторых политиков, да, абсолютно, потому что даже те, которые выступают против, если они будут бойкотировать, они не смогут объяснить, сколько за них людей прошло, сколько не прошло, потому что социологические данные показывают, что референдум пройдет. Здесь вопрос уже только в количестве и в качестве этого голоса, как он будет выглядеть на всей территории Республики Молдова. Это вот такая ситуация, я ее часто замечал в молдавской политике, не только сейчас, но еще и давно, да, последние 20 лет примерно я наблюдаю активно, иногда и участвую в политике. И есть такое качество, ситуативная политика, да. Вот какая у нас сегодня ситуация? Вот вы, к примеру, предложили, а давайте попьем облепиховый чай. А вот если я правильно понимаю, нет, облепиха это не наш фрукт, вот у нас есть другой, есть смородина, не знаю, то давайте пить чай из ромашки, понимаете? Вот и извиняюсь, что я даю такой пример. Но хороший. В молдавской политике она очень ситуативная, она очень часто проявляется на короткий период времени, поэтому и политические партии вроде бы возникают, большие, такой всплеск, вырастают, а потом хоп, и уменьшаются. Опять же, недальновидность. И я так говорю про всех политиков, даже про тех, которые я называю евроскептиками, или те, которые получают деньги за то, чтобы кто-то говорит так, как тот, который ему платит, был довольным. Да? Нужно думать в перспективе всегда. А в перспективе лучше иметь граждан, которые активно участвуют во всех демократических процессах, потому что это сильные граждане. А если граждане сильные, тогда и руководители будут ответственными. Вы знаете, вот в СМИ, в социальных сетях в последние годы очень много программ, передач, очень много информации, когда люди, когда политики беседуют или рассуждают о том, насколько полезно будет Молдове стать членом Европейского Союза. Но вот здесь мы хотим предложить вам посмотреть на этот вопрос в другом ключе. А зачем Европейскому Союзу нужна Молдова? Что вы скажете? Очень хороший вопрос, потому что если судить, я в конце скажу свое мнение, а если судить по тому, что говорят разные лидеры общественного мнения у нас, и политики, и не политики, сейчас и влогеры, блогеры, все экспертное сообщество стало очень большим в этом вопросе, то мы увидим такую вещь, что все говорят о Евросоюзе как будто не знаю, не о каком-то центре притяжения или центре каких-то стандартов жизни, развития, а что нас туда хотят заманить или забрать. Даже есть так. Такие определенные центристские политики, они не против Европы, а я сделаю в скобках, скажу, не против денег европейских, они нужны не только для существования Молдовы, но и для развития, самое важное. Но они так говорят, что мы сейчас пойдем туда, в Брюссель, и скажем, что вот мы такие, нам так, вот мы сяк будем делать. И они исходят из того, что, даже некоторые говорят, окей, не участвуйте в референдумах, не нужно нам, вообще это ничего не нужно. И их спрашивают, но вы же тоже сетуете за европейские ценности. Кстати, от Гагаузии по меньшей мере два президентских кандидата, они оба не против европейских ценностей, да, они говорят, наоборот, против интеграции. Напротив, они заявили, что да, но некоторые вещи, которые они говорят, они не соответствуют этой задаче или цели. И когда они об этом говорят, что да, мы будем брать, как бы, вкратце скажу, от Евросоюза то, что нам надо, но мы им скажем, что мы там вот такие прямо... Логика в чем? И понимаете, они честно в это верят. Там есть и бывший премьер-министр. Они думают, что там какая-то охота за Молдову, сидят все эти немцы, бельгийцы, испанцы, и думают, как бы нам притянуть эту Молдову бедную к нам. У меня плохая новость для всех них и для нас. Не нужны мы им как таково. Вот честно скажу.
Мы нужны им как соседи, если мы остаемся соседями, которые... Что важно для Евросоюза прагматически? Вот, Важно да, для очень чего? мирные и добрые соседи. И где стабильность, и где нету бедности, потому что бедность это всегда трафик, это всегда там, Но Вадим, неразбериха. жил же Евросоюз Подождите. с такими соседями, Да. с такой Молдовой. Это для Зачем нас нужно? важно. Вот в этом в чем суть. Потому что некоторые политики, они думают, что я пойду, вот это скажу, что это не для нас, а это для нас, вот эту денежку дайте мне на дорогу, а это мне не давайте, да, на образование, на права человека не надо мне, да, вот это некрасиво. Нет, так не бывает. Это чуть-чуть по-другому работает. Мы не нужны им, они не хотят нас не оккупировать, не, как говорится, не... захватить, о боже упаси, да, не нужно им. И очень много европейских граждан, они когда думают о Молдове, сейчас, естественно, все знают, они, во-первых, думают, чтобы у нас был мир, согласие и благополучие, Но потому почему что, вы как считаете? и мы, на личном уровне все хотим, чтобы наши соседи были хорошими, да, чтобы не буянили, не были агрессивными, так и они. Планов нет. Если мы думаем, что мы сейчас скажете, знаете, вы нам сегодня не нравитесь вот своим Евросоюзом, подождем мы. Никто не будет упрашивать. Нет. Это должен быть суверенным решением молдавского народа, поэтому этот референдум важен. Второе, что очень важно. Мы своим желанием развиваться быстрее, да, развиваться быстрее, мы сами делаем свой план, как мы хотим развиваться. Мы видели, мы пробовали за 33 года, вот недавно нам исполнилось Республике Молдова 33 года, мы пробовали и так, и сяк, и мы увидели, что в принципе, когда есть четкое движение в определенное направление, это движение не просто риторика, идеология и пропаганда, нет, это движение про развитие страны, которое не может оставаться таким же. И разные сектора. Сельское хозяйство не может оставаться таким же. Образование не может оставаться, дороги не могут. Не может оставаться таким же. И для этого очень важно понимать, что Европейскому Союзу мы нужны как добрые соседи. Они не хотят нас как-то ассимилировать. Я вот это слово искал, как некоторые говорят. Нет, ни в коем же случае. Там очень разнообразные народы, они гордятся своей идентичностью. Но это нам нужно, потому что мы поняли, что без Европейского Союза и будучи вместе, мы не сможем развиваться. А когда вы говорите, мы поняли, что без Европейского Союза, вы имеете в виду гражданское общество или тех политиков, которые попробовали руководить стране и поняли, что без финансовой поддержки ЕС невозможны ни внедрение реформ, ни реализация каких-то проектов инфраструктурных больших или что? Я говорю, во-первых, о граждан Молдовы. Я говорю, во-первых, и о нескольких уже поколениях молдавских политиков. В народе или в интернете бытует такое мнение, что вот Майя Санду, скажем, она предводительница европейской интеграции, или это как но это неправильно. Ну, да. Если говорить о самых важных процессах вот в этой дороге нашей европейскому пути, они были заложены намного раньше. Партии коммунистов. Во-первых, это 2004-2005 год. В 2004 году партия коммунистов, будучи у власти, правительство тогда приняло первый стратегический документ, назывался «Диалог Молдова-Евросоюз». Чем он различался от других документов? Потому что у нас подписывают много бумаг. Мы любим подписываться под разные бумаги. Первый раз Молдова взяла на себя обязательство проводить какие-то реформы. Это был 2004 год в Молдове был принят, он в 2005 уже ратифицирован, был принят Европейской комиссией, после чего Молдова отправила, и в 2005 был ратифицирован. Вадим, перебью вас, но не забудьте мысль свою. Почему же тогда не было такой крайне негативной реакции, как сейчас? Из-за политических баталий. Ну, посмотрите. То есть тогда никто не говорил, что партия коммунистов предлагает совершенно ненужный путь для Молдовы? Нет, почему? Были Были разные партии, я уже позабыл их,
не вошедшие в парламент, которые говорили, что нет, это неправильно, надо двигаться в другое. Политики, может быть, говорили, но и в здесь обществе в Гагаузии это не были тоже обсуждалось. такие, обсуждали. Но общество не понимало, что речь идет о какой-то евроинтеграции, поверьте Но мне. есть данные, что 70% населения, 72% тогда поддерживали этот курс развития страны. То есть люди не до конца понимали, получается, это к вам вопросы как социологу в том числе. Люди не до конца понимали, возможно, что имела в виду партия коммунистов тогда, когда говорила о том, что нам нужно перенимать опыт Европы и проводить вот такие реформы. Но люди 72% поддерживали такой курс. Очень интересный и комплексный вопрос, потому что одного ответа, почему вот так люди реагируют, нету. Тут совокупность разных факторов. Быстро пробежу. Во-первых, тогда тоже было очень много оппозиции к этому, но все-таки вот такое правительство было достаточно монолитным. Во-вторых, не было столько влияния извне. Я вам дам, конечно, в Гагаузии мне не поверят, но я вам дам небольшой пример. Вот, к примеру, партии, которые уже не разрешают в Молдове, вот год назад проводил так называемые протесты. Да, там бабушек возили в Кишинев за денежку. Я это говорю открыто, потому что это есть и в открытом доступе, люди об этом говорят. Но об этом знаете Только за те месяцы было более 9 миллионов сообщений, постов в одной из социальных сетей, я про Телеграм, 9 миллионов постов про вот эти так называемые протесты. Из них 70% через аккаунты, которые через разные ресурсы, которые не администрируются внутри Республики Молдова. Это есть статьи, есть научные работники, которые работают там, считают все это вместе с айтишниками. Ну, конечно, наука у нас не популярна. В Кишиневе мне некому это рассказывать, потому что все думают, что все знают. Да? Каждый в своем пузыре думает, что вот это мой пузырь, я в нем в интернете смотрю, тут мажется помадой, там про готовку, вот это все мое. Нет, в реальности есть очень серьезное влияние извне, и, к сожалению, оно в большинстве случаев на русском языке, то есть нацелено на русскоязычную аудиторию, поэтому вот часто получаются такие вещи. Третий мотив, который тогда был, нужно вспомнить, после чего это пришло. Партия коммунистов пришла во власть с очень пророссийским месседжем, потом что-то не получилось, ну, мы помним план Козака, не подписали, и потом сразу в нашем вине нашли какие-то ингредиенты ненужные, а потом еще там и в сливах что-то нашли. И тогда люди поняли, что вот как бы несправедливо нас наказали, и за что-то мы тоже боимся, не хотим, чтобы были какие-то вещи, да. Люди в это поверили более, скажем так, и меньше было влияния интернета. Ну, тогда да. А это очень сильно влияет на разошерстность и восприятие разных новостей, разных ситуаций. Да? Мы очень проинформированы. В 2005 году люди не знали так много и плохих вещей про Евросоюз. И я не буду говорить, что там идеальный мир, и там все ходят, не знаю, все там... Все проблемы решены. Понятное дело, что Европа Нет, там огромная, живет большая, своим. Но у нас четкий план, мы же прагматичные люди. Нам нужны рабочие места, нам нужны больше доходов. Ну, по-простому. Мы хотим стать богатой страной. По-простому, Вадим, вот совершенно по-простому. Ну как должны люди поверить в то, что евроинтеграция позволит нам стать страной богаче, чем мы есть сейчас, сегодня? Ну как? Ну вот можно взять простое упражнение, можно сложное. Сложное это взять и проинформироваться. Вот я всегда со своими друзьями, коллегами, у которых разные мнения, или я слушаю, что они неправильно что-то поняли, я им говорю, вот, если я тебе сейчас объясню, ты мне не поверишь. Ты сейчас скажешь, вот он пропагандист, да, там, европейских ценностей. Возьми, почитай, да? Почитай, посмотри. Это трудно, соглашусь, очень трудно. Для некоторых трудно читать, я иногда преподаю, вижу, что некоторые потеют, если надо что-то искать, читать. Хотя энциклопедия, вот она в кармане, с нами ходит. Но там есть и полезные вещи, не только бесполезные. Пугающие новости от вас, что читать сложно. Уже читать для сложно. Некоторых, да, для некоторых наших граждан, к сожалению, сложно, но я думаю, что это временное такое отсутствие от чтения. Да, потом вернемся обратно к этому. Но смотрите, простой пример. Вот я сейчас приехал к вам. Я не так часто, как я хотел бы, приезжаю в Гагаузию. Но в последнее время пару раз вот был. Развязка, да, по подъезду к Камрату. Дорога. Вот очень красиво. Я приехал там через Чемишли, и там еще. Вот раньше была обычная дорожка, все как-то, все эти машины через центр города проезжала, да. А сейчас вот есть другая дорога.
Вот и просто. Это стало лучше для людей или хуже? Лучше. Циркулируют товары лучше, люди становятся, экономят, если лучше дороги, меньше экономят. Дорога хорошо. Больше экономят на запчасти. Да, у нас есть Журжулевский порт, там опять же что-то строится, дорога нужна. Есть гранты, которые даются, есть преференциальные кредиты, которые нам дают на то, чтобы мы развивали свою экономику, устроили дороги и тому подобное. То есть очень просто, выйди в своем селе или в своем городе, посмотри направо и налево. И если ты увидишь что-то очень красивое, такое отремонтированное, какую-то государственную услугу, ты обязательно увидишь. 90% я бы сказал, или 80%. Где-то знак там Евросоюза или какого-то правительства там Швеции, которое помогла это создать. Инкубаторы по бизнесу, школу ремонтируют и тому подобное. Тут другая проблема. Какая? Люди привыкли к этому. Люди подумают, что это уже как бы, это вот пусть ремонтирует и все, да, так должно быть. И запрос очень высокий. Мы уже за 20 лет, за 10-15 лет, за последние 20, потому что были и в 98-м правительство проевропейское еще тогда. Тогда кризис экономический, это уже современная история Молдовы. Еще не ощущали, такую поддержку. Люди привыкли к этому, они думают, что это часть как-то составляющая государства. Но это не так. Это мы можем потерять. Вадим, мы задумали проект, в котором мы хотели бы с нашими экспертами, гостями, в данном случае с вами, очень по-простому людям объяснять какие-то вещи. Вот ту дорогу, вы говорите, да, дорога хорошо. Да, люди знают, кто эту дорогу объездную построил, она комфортная, хорошая, но от этой дороги и от многих других проектов, думают сегодня граждане страны и жители Гагаузии в том числе, от реализованных проектов публичные учреждения отремонтированы, детские сады, школы и т.д. и т.п. У человека денег в кармане больше не становится. И это, пожалуй, то, что выводит человека из равновесия. И когда мы говорим, что евроинтеграция позволит Молдове стать богаче, вот люди это стать богаче, на мой взгляд, рассматривают сквозь призму того, от чего у меня будет больше денег. А пенсионеры думают о своих пенсиях. Как это возможно? Евроинтеграция и повышение зарплат и пенсий. Как это возможно? Как убедить людей, что это возможно? Это самый трудный вопрос. Знаете почему? Потому что если я даже приведу вам цифры, что денег у людей стало больше, наши зрители скажут, откуда он мне говорит, что стало больше? Скажут. Нет, потому что нам нравится всегда жаловаться, мне плохо, хотя у меня машина, у жены машина и тому подобное. Если вы посмотрите по очень большому числу разных там индикаторов и по числу, сколько новых домов в Молдавании строят и покупают, сколько машин, сколько, скажем так, не базовых продуктов, как наши не всегда дешевые телефоны и тому подобное, мы увидим, что все достаточно серьезно выросло. И вот поедете там в ресторан, в Камрате или в Кишиневе, вы увидите, что цены такие достаточно ощутимые, скажем так, и везде почти. Опять же таки, почему не так? Потому что кто-то это покупает, да, не совсем дорого. Но посмотрите, даже пенсия, вот сегодня у нас средняя пенсия $190, евро там, да? В Румынии она там почти 500. 480, в Латвии почти 700-650. Но у нас вот сегодня она 190, 2 года назад она была 100. Конечно, пенсия она не покрывает и даже минимальные какие-то потребности. Моя мама педагог с 40-летним стажем, у которой пенсия сейчас, наверное, 3000 лей. После последних каких-то прошлогодних повышений, рекалькуляций, которые они делали. Но представьте себе, вот она выходила на пенсию, а я был заместителем министра труда и социальной защиты. То есть у меня и в семье были такие разговоры интересные. И мне было очень трудно, потому что я должен был отвечать за ошибки, которые были сделаны не моим поколением, даже не мной. То есть я не строил эту систему пенсии. Я вам дам маленький пример. И я знал, что ситуация скоро в Молдове, даже тогда, это было больше 10 лет назад,
13 лет назад, что она не станет лучше, потому что я социолог, я вижу, как растет население, какой отток населения, какой рапорт между работающим населением и неработающим по объективным причинам, то есть возраста или здоровья. Тогда вам, как И я вам социологу, когда станет лучше? Я вам скажу такую вещь, очень просто. В Молдове сейчас почти 900 тысяч, 880 тысяч людей, которые не пенсионеров 700 почти тысяч и 100 тысяч еще разных там инвалидов. Которые на соцобеспечении. Извините, неправильно говорите, люди с ограниченными возможностями и тому подобное, на социальное обеспечение. И примерно почти 1 960 000 работающее население. Это не сегодня так стало, и не вчера, не из-за Майи Санду, и не за, не знаю, там, Филата, и не за Воронина. Это процесс, который идет уже 30 лет, понимаете? Я когда вижу, что вот при вас там это самое плохое, что происходит, это когда политики, когда говорят о демография меняется за десятилетия, они говорят в терминах «кто виноват?». Вот вы виноват, вы или я виноват. Не так, это стратегический вопрос. Здесь нужно что-то понять правильно, принять совместное решение и не трогать его на следующие 10-20 лет, а не каждый раз в 4 года менять и показывать пальцами. Очень просто. Смотрите, вот зачем селу Авдарма нужны разные, вот, не знаю, бизнес-центры, там музей, ресторан, какие-то предприятия есть, они нужны или нет? Зачем нужны? Для развития. Для развития, чтобы люди имели работу, правильно? Для того, чтобы это сделать, вам нужна помощь, потому что если делать это собственными силами, вот то, что есть в этом селе, тогда это развитие может и будет происходить, но очень в медленных шагах. Да? Поэтому есть разные фонды, есть наши, баштинаш, как есть такое, выходцы, да, но вот на русском есть такое теплое слово, оно называется, да, баштинаш, да? Очень старое такое теплое слово. И мы им звоним, давайте помогите, мы там вот тут делаем. Да. Зачем? Для того, чтобы уменьшить разницу в развитии быстрее. Да? Даже если вы хотите дом построить, там бизнес, не знаю, там что-то выращивать что-то, вы все равно одолжите деньги там у друзей или клаку устроите вместе там с кем-то, чтобы быстрее это сделать. Очень просто. Евросоюз дает нам ресурсы, стандарты, мы меняемся качественно, дает нам ресурсы на то, чтобы мы быстрее развивались. Ответ. Я хотела бы задать вам вот такой вот вопрос. Вы говорите о том, что за все эти годы Молдова получила значительную помощь и поддержку для своего развития. Но, конечно же, ту ситуацию, которая сейчас происходит в стране, все эти процессы анализируют и люди, анализируют политики. И вот один из политиков, председатель партии социалистов Игорь Додон говорит о том, что за все те годы, пока вот происходило вот это сближение с Европейским Союзом, Молдова получила лишь многомиллионные кредиты и ничего хорошего. Ну, разве он не видит, что происходит, или почему он так говорит? А я бы ему ответил вопросом на вопрос, хотя это не... А если он ваш так... комментарий к этому, к такому мнению? К тому мнению, что мы Да. набрали только кредитов. Но он был в должности замминистра экономики, потом там вице-председатель правительства, потом президентом 4 года. Почему он ни разу, абсолютно ни один раз не пошел в Министерство финансов или не выступил, или не сказал, давайте не брать в долг эти деньги? А почему он это не сделал? А я как вам вы скажу, думаете? потому что он знал, что без этого развиваться невозможно, что не будет денег строить дороги, платить пенсии и тому подобное. Потому что то, что нам дается на инфраструктуру, это значит, мы не тратим своих денег, мы можем платить социальные вот эти выплаты, зарплаты бюджетникам и тому подобное. Но если человек так против, он был в общей сложности у власти, не знаю, 4 года президент, еще 4, 8 лет почти, да? Вот ни разу не остановил ни один из этих контрактов, проектов и тому подобное. Более того, поехал в Брюссель и сказал, что спасибо, давайте жить дружно, помогайте нам дальше. Вот ответ, вот это мой комментарий. Это откровенная ложь, если честно. И он это отлично знает. И он был в правительстве, подписывал эти документы. При правительстве, при его президентстве Республика Молдова получала достаточно много и грантов, и этих же кредитов на развитие, потому что страна в них нуждается. Ну, наверное, подобные действия очень часто политики в Молдове называют «дружить надо со всеми». И поэтому не упрекайте в том, что Нет, подписали и здесь речь не идет о дружбе. Конечно, дружить надо со всеми.
Но он критикует одну очень важную составляющую развития страны, то, что вот не надо брать кредиты. Во-первых, это страшилка ориентирована на бабушек, извините меня за выражение, да? Потому что если вы спросите молодого человека, знает ли он хотя бы одного бизнесмена, предпринимателя на местном уровне, который продает кофе, или, не знаю, автосервис имеет, или там съемку мероприятий проводит, он вам скажет, что ни один предприниматель не может развиваться без кредита. Ни один. Ни один бизнес не развивается. Вот спросим людей из бизнес-центра, ни один без... Но вопрос в том, чтобы иметь доступ к недорогим кредитам, чтобы вот как не были кабальные какие-то кредиты. Нет, конечно. Ну вот, к вопросу о кабальных кредитах. Люди, граждане Молдовы, в том числе жители Гагаузии, очень часто говорят о том, что евроинтеграция приносит Молдове только, процессы евроинтеграции приносят Молдове только многомиллионные кредиты, за которые будут рассчитываться наши внуки-правнуки. Вот этот страх, он должен сидеть в наших людях, или вы готовы его развеять? Если да, то как? Конечно нет. Еще раз, я бы вот, как их убедил? Я бы их попросил вот именно про кредит. Не говорить про Евросоюз, а про то, что государство иногда одалживает деньги у доноров, у частных банков, но у международных организаций. Пойдите в своем селе, найдите предпринимателя, который чем-то занимается. Спросите его, возможно развиваться, становиться богаче без того, чтобы одалживать деньги. И он скажет, невозможно. И второе скажет, самое важное иметь доступные деньги. Доступные да? А мы, если сможем, еще видим, большинство из этих кредитов это гранты. Да? То есть есть безвозмездные деньги. А есть еще и кредиты, которые с правом там, списания или невозвращения и тому подобное. То есть второе, который дал бы пример. Покажите мне вот один пример. Нас этим пугают уже 30 лет, мне кажется. Я, будучи студентом, помню, как приехал в Кишинев в 98 году, то же самое писали. Вот тогда просто не было фейсбуков, тогда газеты надо было покупать. То же самое, вот кредиты взяли. Но если бы не взяли тогда в 99-м кредите, может быть, у нас и страны бы и не было. Был дефолт еще вместе с Россией в 99-м. Нужно было взять, чтобы валюта какая-то была. Тогда свет выключался. Некоторые помнят эти этот времена период. забылись, но они маленький были, да. вопрос. Да, уточнение. Скажите, только Молдова берет кредиты? Нет. И уровень задолженности у богатых стран, он космический. Да? В Соединенных Штатах он больше, чем, в принципе, весь ВВП этой страны. Все развитые страны имеют кредиты. Российская Федерация имеет кредиты. Недавно вот одолжили у Банка Китая, там, с Индией переговоры. То есть есть и даже у России вот такая большая страна с огромными ресурсами тоже есть. Так, а почему же Это так построенная международная система. Просто мы вышли, мы вышли из Советского Союза, нам об этом не говорили, нам кажется, что вот такого нет. Смотрите, даже Советский Союз, он был страной-кредитором, были многие африканские страны, там из Латинской Америки, которым мы, Советский Союз, то бишь мы тогда помогали. Но сам Советский Союз тоже брал кредиты там на покупку пшеницы или в определенные периоды исторические и другие. Были долги. И когда распался Советский Союз... Люди об этом не знали. Кстати, долги Советского Союза по наследству перешли к Российской Федерации, но в то же время и те кредиты, которые она выдавала, тоже им перешли. Вот я сказал вам то, что, может, кто-то не знал. Даже в советское время и Советский Союз тоже занимал деньги, потому что надо двигаться вперед, и это составляющая финансовой системы. Тогда очень коротко еще ответ на такой вопрос. Почему же для политиков, или почему политики тиражируют вот эту историю о том, что только кабальные кредиты приносят нам евроинтеграция? Во-первых, потому что это резонирует с определенной частью общества. Я сказал, что может, потому что страна действительно бедная, граждане живут бедно, и в это очень легко поверить, Конечно. тогда, когда у тебя в кошельке совсем мало денег для погашения всех твоих потребностей. Может быть, это и разница в поколениях, потому что я, к примеру, если у меня мало денег в кошельке, я не думаю о том, что виноват из-за этого, не знаю, тот человек, который берет кредит, или тот, который не берет. Не в этом смысл. Я думаю, что я что-то неправильно делаю, да? Конечно, есть другие поколения, которые считают, что вот лучше закрыться в какой-то проблеме, сидеть, плакаться в платочек, это очень важно. Почему они это делают? Из-за 7-минутных каких-то политических выгод.
Потому что спорить и говорить о правде очень трудно, а вот пугать людей какими-то кредитами, Страшилки работают страшилками они эффективнее. намного эффективнее работают. Но опять же, надо задаться вопросом, а что там в других странах, а что там в Турции, к примеру, нам нравится, например, или в России, или в Балтии, или в ближнем зарубежье даже, да, что в Румынии, что там в Чехии, что в Польше. Потому что не всегда любят наши примеры там, сравниваться с Германией, со Швецией, которая очень развита. Но можем посмотреть на те страны, которые рядом с нами. Да, Румыния, Болгария. Но бедность, смотрите, она существует. И это абсолютно правда. Но что есть много бедных людей, людям недостаточно денег, поэтому они уезжают за границу, отправляют денег своим родственникам. Нету Поэтому семьи, они недовольны властью. недовольны и властью, и это всегда так, как говорится. Но, опять же, как мы боремся с бедностью? Люди. Или они уезжают за границу, зарабатывают больше денег. В большинстве случаев это опять же они уезжают на Запад. Был тренд, когда на Восток, сейчас едут на Запад. Или кто-то берется за небольшой бизнес и тоже берет деньги или ищет в долг у родственников, или иногда прямо вот, чтобы кто-то ему помог, там родственники или гранты какие-то. То есть на личном примере можно посмотреть, как нужно действовать и со страной. Да? Мы все равно ищем деньги для того, чтобы быстрее развиваться, чтобы запустить какие-то Сложно не согласиться процессы. с таким утверждением. Вадим, вы знаете, мы подумали, что мы, так же, как и вы, мы же ходим среди людей все, мы слышим, что говорят люди. И зачастую то, что говорят люди, всегда нуждается в каких-то ответах, потому что люди должны понимать, что их возмущает, насколько это должно их возмущать или беспокоить, и нужно ли провоцировать в себе какие-то там страхи только потому, что кто-то сказал, какой-то политик, человек не перепроверил, потому что у него нет таких привычек, скажем, да, перепроверять, для того, чтобы узнать истину. И мы подумали, что в нашем проекте «Единомышленники» мы задумали такую, скажем, рубрику «Люди говорят, что?». 7 вопросов для вас. И мы просим, чтобы вы ответили очень коротко на эти вопросы. Так вот, Давайте. люди говорят, что ЕС будет диктовать условия Молдове, если мы войдем в ЕС. Это неправильно. Условия в Молдове будет диктовать законы, принятые Республикой Молдова. То есть и та составляющая европейских законов, она должна быть ратифицирована в молдавском парламенте. И это будет происходить очень долго. То есть даже если ты уже страна-член Евросоюза, все равно гармонизация там законодательства, она происходит постепенно. Да? Второй вопрос. Люди говорят, что, особенно в Гагаузии об этом говорят, что европейский вектор развития страны приведет к объединению с Румынией. Ну, смотрите, нас этим пугает 33 года. Я вот в последнее время еду часто в Бухарест, в университет, у меня там один проект исследовательский есть, я еду. Знаете, сколько раз меня там спросили про это? Или кто-то говорил? Румыны спрашивают. Да, про вас. объединение. Ни разу. Румыны тоже удивляются? Нет, они об этом не говорят, об объединении. Значит, они об это этом у не нас. думают? К сожалению, у вас в Гагаузии об этом больше говорят, чем в Румынии, и даже чем в Кишиневе. То есть, смотрите, за 30 лет нам говорили, что там придут, объединятся. Это не очень прагматично. Очень много людей в Молдове есть, которые хотят это объединение, но они понимают, что оно невозможно. Просто Румыния стала частью Евросоюза. У них есть определенные обязательства. Они никогда не будут что-то делать просто для того, чтобы, не знаю, там, чтобы какие-то амбиции. У них нет опыта присоединения других стран, оккупации. И если честно, мне даже жалко. И румынская политика, по моим наблюдениям, стала очень прагматичной. Да, там есть душевные вещи, вот мы братья, то есть цара мамы, как они говорят, они очень душевно помогают каждый раз. Но вот так, что прямо захотеть что-то там у нас приклеить, нету таких амбиций, потому что они думают о том, как развивать свою страну, как привлечь больше европейских денег, потому что они не из вертолета приходят. Нужно показывать, что есть технические возможности все эти деньги ассимилировать правильно, не разворовывая их. Вот у них другая повестка дня полностью. Реальная, посвященная своей если вы откроете, я не говорю, что там политики нету, там тоже есть и коррупция, и другие есть скандалы. Но если вы откроете, там, не знаю, посмотрите, что пишет пресса за один день, вы увидите, что эти скандалы вокруг развития, да? Поймали кого-то, что неправильно построил там мост.
Или мэр и кандидат в мэры спорят, как правильно сделать вот это отопление, через землю провести или опять эти трубы. То есть дискуссии, посвященные развитию. Да, и даже проблема не вокруг этого развития. Дебаты и политические войны вокруг развития. Тогда третий Они вопрос. борются не из-за того, что надо нам развиваться или нет, а как правильно развиваться. Один говорит, что вот так надо, а другой по-другому. Третий вопрос. Люди думают, что скоро ЕС развалится. Не думаю, что это правильно. Смотрите, в Великобритании, да, они вышли из Евросоюза, вы знаете, про Брексит. Тогда это и очень хороший пример, как строить политические кампании через социальные сети. Да. Был и фильм интересный, можете посмотреть про это. То есть использовали сети, там людям впихивали, что Брексит хорошо, Брексит хорошо. На нынешний день я смотрел последние опросы в Великобритании. Уже больше 56% людей сожалеют о том, что они это сделали. И, кстати, есть и большие экономические проблемы. Они не могут заключить какие-то договора с Евросоюзом. Да. У них стало меньше рабочей силы, некому там убирать. И вот градообразующие предприятия там. Кризис NHS, это в их системе здравоохранения, нет этих работников извне, потому что они приходили туда работать. Но демократия в действии была. Люди волеизъявление свое. Да. То есть, думаю, что, смотрите, дам простой пример. Когда у вас больше шансов жить в мире, то есть в благополучии, в благосостоянии, когда вы один шляетесь по темному переулку и не всегда в трезвом состоянии, или когда вы вместе, вы часть какой-то семьи, группы, сообщества, где светло, где люди дома думают о том, как сделать жизнь лучше, жить богаче, но правильно. Да? Да. То же самое и с нами. Будем ходить такие полупьяные в темных переулках и мечтать о 50-летней давности. Это даже невозможно. Надо двигаться вперед. Люди говорят о том, что вступление в ЕС позволит политикам продать наши земли европейцам. Такая, я слушал часто, и у меня в районе это же. А в очередь выстроилась? Вы знаете, сколько стоит земля сейчас? Вблизи Кишинева, конечно, там. Но это не для сельского хозяйства. Она стоит очень дешево. Знаете, сколько людей хотят эту землю продать? Они им продают местным лидерам, каким-то местным компаниям. Да. Смотрите, с точки зрения даже сельских хозяйственных угодий, мы не являемся такой большой, приманкой для европейских. Есть очень серьезные, большие страны Евросоюза с сельским хозяйством очень развитым. Там Польша, Франция. Ну почему не являемся? У нас страны. Хорошие бонитеты земель. Но не только у нас же. Это легенда, что только у нас. Но у нас конечно, будут предприниматели. И сейчас есть предприниматели, которые покупают земли. Есть предприятия, которые покупают. И у вас, я уверен, вы об этом, они существуют. Они местные или какие-то joint ventures, как говорится. То есть это существует. Это уже старая страшилка, я не думаю, что она так сильно уже влияет. Не работает. Потому что люди, я думаю, что тогда следующий у вопрос. нас обесценена земля. Очень сильно. Обесценена тоже неответственной политикой, сделанной в 90-е годы, когда там делили, как-то я не понял до сих пор, как они думали, да. Можно было делить, но хотя бы содержать те фермы, всю инфраструктуру агропромышленного комплекса, который был. Это не мое поколение разрушило, извините, конечно. Но... Мы сейчас изучаем, мы не понимаем аргументацию, для чего определенные вещи были сделаны. Люди говорят, что местный бизнес не выдержит конкуренции и исчезнет в случае, если мы евроинтегрируемся. Посмотреть на цифры. 63% нашего экспорта сейчас идет в Евросоюз. На полках в английских супермаркетах вы можете уже заметить, конечно, мы не так много производим молдавскую черешню. Опять же, в эту Румынию я еду и очень часто захожу в супермаркет, на видном месте молдавский виноград, молдавские сливы. Поговорите с теми людьми, которые это экспортируют. Это не так трудно, они рядом с вами есть. Просто иногда те, которые экспортируют в страны Европейского Союза, и они живут в более евронегативном районе или селе, то есть они даже боятся об этом говорят. Они умалчивают, чтобы просто не брать на свою голову лишние дискуссии. Маленькая реплика к этому. Жители Гагаузии очень часто говорят, особенно сельхозпроизводители, очень часто говорят о том, что нам бы российский рынок.
Поэтому что же тут? Скажу Так, вам ну большой-большой секрет. Да. Молдова никогда не отказывалась от российского рынка. Никогда за 33 года. Я не говорю сейчас про нынешнее правительство, не про то, в котором я был, не только до меня. Вот честно и посмотрите через все, и это можно проверить. Мы никогда не отказывались от этого рынка. А почему? Нас иногда наказывали неправильно. То нам в 2005 году найдут какие-то там субстанции, то обзывали, что нашим вином нужно там что-то красить, то каких-то червей в наших яблоках. Слива. Или в сливах. И до сих пор, если бы не было вот этой трагичной войны, агрессии в Украине, я думаю, что у нас было бы нормально и с экспортами, потому что мы никогда не отказывались. Хорошо, сейчас мы не верим этой власти, но тогда в 2005, в 2006, в 2010 году эти же эмбарго нам были. ставили постоянно. Я вам дам один пример. Личный пример. Вот тогда в 2012 году или в 2011 году они опять нам поставили эмбарго, в 2010 отменили, поменялась власть. И я встретился с одним своим коллегой. Он работал на большом, таком среднем предприятии винодельческом, недалеко, там, в Каушанском районе. И он рассказывал, что в тот момент, когда открылся опять рынок в Российской Федерации, они поехали туда, они уже производили более современные технологии вин, производили вина по более современным технологиям, уже была какая-то линия. Они даже инвестировали вместе с другими предприятиями, собрали где-то $3 миллиона, в то время, это еще 2010-2011 год, для маркетинга, потому что был эмбарго, многие там забыли про наши вина, чтобы их поставили в супермаркетах на правильную полочку, все хорошо, все с партнерами выпили, начали экспортировать, через год опять что-то опять какие-то, то есть нам как бы подтолкнули туда, чтобы мы экспортировали больше в Евросоюз. И опять закрылся рынок. А потом через пару лет, меньше через год опять открылся. И я его спрашиваю, что вы делать будете? Он говорит, нет, мы вот туда не пойдем. Почему? Потому что он нестабилен. Мы вот тогда собрали 3 миллиона евро, мы хотим. Вот так же и Молдова, мы хотим. Мы делаем все, что нужно, мы всегда стараемся по стандартам, чтобы все было правильно. Но опять там что-то вот такое. То есть это неправильная была политика. Я не хочу критиковать, но это неправильная политика Российской Федерации использовать этот soft power или мягкую силу. То я хочу твои конфеты, то я не хочу твои конфеты. То есть прагматизм должен быть. И сейчас, конечно же, экспортеры не экспортируют в Евросоюз. А теперь встречный вопрос. Подумайте о том, если мы сейчас скажем, вот вы там плохие европейцы, не хотим мы с вами вообще обсуждать. И просто возьмем, рассоримся с ними. И что будет? И нам прикроют вот эти преференции по экспорту. Куда мы будем экспортировать? Вы сейчас скажете, в Россию. Через куда? Вот так через Эстонию 3 дня? Тогда эта фура яблок уже будет стоить как, не знаю, как... Золотые слитки. Как золотые слитки, да. Как и сейчас некоторые делают это, через Белоруссию как-то находят. Потому что нам не оставят, в Украине идет война, да. Там есть агрессия военная. И если мы такие будем вот независимые, такие вот прямо с гонором, вы думаете, они нас пустят, транзит товаров, если мы, скажем, можно одно уточнение? будем кривляться в одну сторону? Мне кажется, что мы, и не только вот в сегодняшний день, но и до этого, мы всегда, ни одно правительство никогда не хотела избавиться от экспорта. Нет, все хотели торговать с Россией. Всегда. И были встречи, независимости, какие альянсы вы говорите, были, что сложности этих торговых взаимоотношений больше всего устраивала Россия в Молдове? Через дайте эмбарго. мне пример, когда мы это устраивали. У меня нет такого. У меня тоже нет по памяти. Вот, чтобы мы прямо сказали, да не дадим мы вам яблоки, нет. Продолжая эту тему, а все-таки Европейскому Союзу и европейскому рынку нужны наши яблоки, наш мед, то есть они там будут конкурентоспособны, наши товары и продукты? Если они выращены правильно и, скажем так, грузить лопатами яблоки в ящики, конечно, это не пойдет. Там есть потребители, которые будут на это смотреть. Конечно, нужно развивать качество, новые насаждения делать, новые
Конечно, если, это конкуренция, опять же таки. Я же не буду покупать, мы же не покупаем на рынке там... То, что нам не нравится. То, что нам не нравится, то, что это побитые яблоки. Лопатами погружены. Мы же как идем в магазин, не ставьте руки, не смотрите, да, или посмотрите на яблоко, не побитое ли оно. Или Так же можно я люди. сам выберу. Да. Да. Следующая мысль. Люди говорят, что, опять же, особенно у нас в Гагаузии, что если Молдова вступит в Европейский Союз, то гагаузы потеряют автономию. А вот здесь абсолютно неправда. Тут, кстати, наоборот, я вам скажу более того, еще один секрет открою, что вот у нас же тоже есть определенные группы более националистические там настроенные, есть и партии более унионистические, им не нравится вот этот процесс интеграции в Евросоюз именно с той точки зрения, что оно дает слишком много силы автономиям на территориях. И если чуть-чуть углубиться, понимаю, у наших граждан мало времени, много работы, они не могут смотреть, то те автономии, которые существуют в разных странах, они стали намного сильнее, после чего они вошли в Евросоюз. Есть и Европейская хартия автономии, то мы подписываем определенные документы, не так на уровне рекомендаций, но мы обязываемся. То есть, как бы для тех, которые думают, что не должна быть автономия, вот в другой части Молдовы, да, более радикальных взглядов политики, им это не нравится, это положение Евросоюза. А в реальности очень просто. Одно из основополагающих ценностей Европейского Союза, которое существует в законодательстве европейском, это культурная идентичность, языковая идентичность и очень сильные полномочия и силы для автономии. Очень сильные. Да. Кстати, возможно, что вот если мы подойдем к этому моменту, будут молдавские партии, которые будут говорить, что слишком много будет этой автономии. Сейчас, к примеру, это все зависит от того, как наши депутаты работают, ваши депутаты в народном собрании. Ну, я вижу, что там другие приоритеты, у них другие проблемы. Да, об этом тоже мы будем говорить, но в других передачах. А там это будет закон. И тогда и европейские суды, европейские институты, вот эти департаменты, они все будут в этом случае больше защищать гагаузскую автономию, чем сам Кишинев и сами гагаузы. А Вадим, ну и последний вопрос нашей рубрики «Люди говорят». Люди говорят, что Молдову в ЕС не примут никогда. Это все зависит от молдаван. Но я хочу другое вам сказать, что мы никогда не были ближе к этому. И вот сейчас мы уже получаем какие-то деньги, гранты на развитие, но в 2027 году, если я не ошибаюсь, это период, когда посредством каких-то технических реформ, которые мы должны произвести, мы будем иметь доступ к фондам преадерарии. Я не знаю, как это будет правильно по-русски. Это фонды, которые даются для того, чтобы стать членом Евросоюза. То есть это огромные фонды для Республики Молдова. Огромные ресурсы для сельского хозяйства. Отдельный фонд это уже как бы для экономики, для другого. То есть если даже у нас есть, у меня простой для малого бизнеса, у меня простой призыв. Лучше готовиться к этому, как правильно ассимилировать деньги, потому что это такие огромные ресурсы, что не будет ни единого населенного пункта в Молдове, который вы не заметите эти деньги. То же самое произошло в Румынии, то же самое произошло в Хорватии, то же самое произошло в Польше. Да? То есть и в частности эти деньги пойдут именно на развитие регионов. И обычно, как правило, автономии являются, скажем так, первыми, которые получают вот эти, именно из-за того, чтобы укрепить определенные привилегии для автономии в России. Абсолютно. Есть даже фонды только для автономии, для Вадим, культурных. чтобы продемонстрировать наше гостеприимство и перейти к третьей части нашей передачи, мы заметили, что мне понравился ваш чай. Наш облепиховый чай подошел, поэтому мы предлагаем. Спасибо вам большое. И продолжим нашу дискуссию. Вы частично ответили на тот вопрос, который я хочу сейчас вам задать, но все же мне бы хотелось, чтобы вы вновь акцентировали на нем внимание. Сторонники евроинтеграции говорят о том, что вступление в ЕС гарантирует высокие зарплаты и пенсии как в европейских странах и жителям нашей страны. Евроскептики в это не верят. Вот смотрите, во-первых, я бы сказал так, что правда где-то посередине. Автоматически вот эти повышения зарплаты никто там не делал. Там нету госплана, вот дайте ему удвоим зарплаты и тому подобное. Нет. Это происходит посредством развития страны. Вот смотрите, в странах Балтии тоже, там, в Латвии, в Литве,
частично в Эстонии тоже был большой процесс оттока населения. Они, во-первых, мигрировали в скандинавские страны, там Финляндия, Швеция, Англия, да. То есть отток был ужасным. Знаете, когда он приостановился и начал иметь уже обратный эффект? Интересно. После чего внутренний валовый продукт этих стран где-то утроился, да, если можно, повысился в 3 раза, в 4. Да, вот тогда начинает уже экономика работать обратно. Почему? Ну, смотрите, у нас у многих есть родственники за границей. Не знаю, если вы проводили такие эксперименты, но ты им говоришь, ну смотри, у тебя уже есть деньги, есть то, да приедь от дома, тут открой что-то, просто живи там, работай. Они уже не уезжают из-за того, что нету денег обязательно, да. На стройке в Кишиневе средняя зарплата на стройках 1500 евро, иногда достигает до 2000. Сейчас записаться нужно к слесарю или к сантехнику. Да, раньше это было объявление, берешь, там очередь их была. А сейчас наоборот, во вторник звонишь, он в пятницу, может, тебе подойдет. Да? Почему? Стало меньше рабочих рук. Есть уже компании, которые приглашают рабочих потому что стало хуже жить из в стране. Турции, ну, да, есть из Узбекистана, есть там из Индии даже приходят. Вадим, но люди слушают и подумают, но уезжают люди, потому что стало хуже жить в стране, поэтому они идут. Нет, люди, во-первых, страна маленькая, нам хочется путешествовать, есть профессии, которые ты не сможешь в маленьком. Ты уже являешься гражданином какого-то большого мира, да, это и глобализация. Во-вторых, да, конечно, для нас очень легко мигрировать на работу куда-то. И это для меня опция. Я был на заработках в свое время, когда это было очень... Помогло мне решить определенные там проблемы. Купил свою первую квартиру, да. И родственники, и мои родители были, и брат еще там остался. То есть у всех это есть. Но если вы сейчас посмотрите, почему молодые семьи с достаточно нормальным доходом уезжают, они вам объяснят качество жизни. Школы, дороги, детские сады, но есть и чистота. Но больше всего, наверное, из-за того, что недостаток финансовых средств для жизни в этой стране вынуждает людей пока еще уезжать для того, Абсолютно чтобы верно. обеспечить Абсолютно жизнь своим верно. семьям здесь. Абсолютно верно. И это первая как причина. Но опять же, у миграции есть разные, скажем так, нет не интереса, есть разные фазы. Вот первые фазы, причины, когда в 99-м самая большая, это было такой, в 2000 году, тогда прямо не было где работать. Сейчас мы видим, что вроде бы какие-то есть парадоксы. Вы бизнес спросите сейчас, которая их проблема номер 1. В любой бизнес. Сельское хозяйство, там другой. Они скажут, не коррупция, не бюрократия, а нехватка рабочих рук. И есть уже конкурентные зарплаты, но людям уже трудно вернуться, кто-то там уже осел, дети, качество жизни. Может, понравилось. Знаете, я часть еду, мне нравится там иногда в аэропортах с кем-то говорить. И я был в Италии, навестил родственников, в аэропорту помог там одной женщине с багажами, она работает в Италии, ухаживает там домработницей. И мы сидели и обсуждали с ней. И она мне рассказывает, что как трудно в Италии, что не платят тоже мало, там у нее 1000 евро выходит на 2 семьи, потом еще, чтобы еще 500 заработать, она берет какие-то задачи, там еще ночью работает, чтобы было 1500 евро. И вот она рассказывает, я говорю, вернитесь домой, уже что-то накопили, вы уже в таком возрасте, можно и отдохнуть. Она говорит, нет, вот знаешь, может, не так много платят, как я хочу, не так все хорошо, но они меня называют Донна, и я с утра пью кофе. То есть, им вместо Дуамна, да, то есть ей нравится и как статус. То, что она домработница, это не влияет на ее статус, восприятие. А у себя в селе, чтобы я с утра с ногтями попила кофе, а женщине было 72 года, чтобы вы поняли. Она еще работает в Италии, мы с ней переписываемся иногда, нам там спрашивают. Тоже про фейки часто к ней, про новости. То есть вот это пример. Миграция есть. И те, которые говорят, что мы сейчас вернем всех молдаван домой, обманывают, даже если они евроинтеграторы. И те, которые говорят, что из-за европейской интеграции уехали люди, тоже обманывают. Мы в Гагаузии имели пример того, когда власть обещала жителям региона, которые вернутся из-за границы, по 40 000 леев, по-моему, да?
И ни 40 тысяч леев, ни учета того, кто вернулся, и ни претензий к той власти, которая это обещала. Да, но что очень важно, к миграции нужно привыкать. Объяснять людям, говорить, что сейчас всех вернем домой, тут начнется как силиконовая долина, это глупости. К ней нужно привыкать. Во-первых, если хорошие услуги, хорошая инфраструктура, наши молдаване сами являются инвесторами, они приезжают домой, покупают, там имеют 2 дома или дом, хозяйство не закрывает, они инвесторы. Стройки в Кишиневе, да, это тоже часть главного развития нашего. Кто главные инвесторы, вы думаете? Наши молдаване, которые зарабатывают за границей. Я видел, в Камрате стоят новые дома уже, да? Вот, да, ну, есть пару, смотрел. Да. Ну, кто там главный покупатель? Думаю, тоже будут люди, которые за границей работают или которым родственники дают деньги из-за границы. То есть ваш главный месседж сейчас в этом вопросе, что если страна изменится инфраструктурно, экономически, то сюда захотят вернуться те люди, которые сюда захотят вернуться давно те уехали люди, и работают за границей. Да, и сейчас возвращаются, конечно, в очень маленьком количестве, но грезить о том, что все вернутся, это неправда, это не станет. Там уже люди, которые уже 20 лет там живут. Ну, каким-то образом это получилось и у Турции, когда многомиллионная численность турецких граждан проживает и давно являются гражданами Германии. Конечно, да, их там очень большое количество. Вообще, я где-то вычитала, что у нас мы смотрим на миграционные процессы таким образом, потому что в период Советского Союза люди практически не выезжали. И естественно, что сейчас, когда люди выезжают, возвращаются, не возвращаются, нам кажется, что эти процессы очень масштабные. То есть потому, что в тот период вообще миграционных процессов не было. Это и есть большая боль нашей страны. Я, честно, не хочу обелять, говорить, что вот как хорошо. Потому что, поверьте мне, я тоже помню, когда я был в школе, я не помню, где были мои родители тогда, папа уезжал на заработки. Мы все через это прошли. Хотел сказать, ничего в этом доброго как бы нету, но люди нашли выход из ситуации, тогда не давали зарплаты. Или более того, я когда был вынужден поехать на полгода поработать, для меня же была нужда. Я не обвинял только страну. Да, мне было очень обидно, вот, что я не могу это сделать там дома, после учебы, там поработать. Надо было вот прервать некоторые планы жизни. Но мы должны к этому привыкнуть. Это не тот феномен, что вот мы сейчас такие возьмем, надуем щеки, и вот на кого-то все свалим, и эта проблема исчезнет. Нет. На кого-то это кто? Кто? На кого мы можем свалить проблему я вам нашей сказал, страны? самая большая проблема с точки зрения демографии, то, что она политизирована. Не было ни разу, чтобы все левые, правые, центристы сели за стол и сказали, слушай, демография это важно для всех, да, населения. Вот давайте это оставим в сторонке политических дебатов. И подумаем программу на какие-то десятилетия. И по поддержке семей с детьми. Хотя растет. У нас вот эти показатели. Показатели, да? Не показатели, а выплаты, которые даются людям, которые работали до этого, 75% из зарплаты, женщинам. Но этого все равно не достает, потому недостаточно. что жизнь дорожает. Вы знаете, говорили о цитате одного политика. Я хочу привести мысль одного политика, который сказал, что подписав в 2014 году соглашение об ассоциации с Евросоюзом, это говорит Богдан Цвердя, Молдова сразу сдала часть своего суверенитета. Ваш комментарий к этому? В 2014 году он имел абсолютно другое мнение, во-первых. Во-вторых, он даже не пришел на протест куда-нибудь. Я был перед парламентом специально, я не был депутатом. Я в 2014 году стал им в конце года, но тогда я не был депутатом или был, даже не помню, не был. Но я был на улице, когда они подписывали этот договор, господина Цверди там не было. Нет абсолютно никаких компетенций, нам не забрали. Мы отвечаем, к сожалению, и за то, что происходит в судебной системе, и за то, что происходит в правовой системе, и за то, что происходит в экологии, и в сельском хозяйстве, и в образовании. Мы за все в ответе. Никто наш суверенитет не взял. Это во-первых. Во-вторых, он, конечно, ему легче сейчас об этом говорить, но посмотрите очень четко. Я был тогда в правительстве, я не ездил в Бухарест или в Брюссель, чтобы мне говорили, что я должен говорить дома. Ни разу. А вот они очень часто едут куда-то, им там дают эти темники, как и что говорить.
В-третьих, покажите мне, какой прогноз господина Цирди случился за последние 10 лет. Он говорил о оккупации Молдовы, Румынии еще 10 лет назад. Этого не случилось. Оккупация, к сожалению, происходит с другой точки. То есть война пришла из России, к сожалению, и украинцы могут вам подтвердить это очень серьезно. Нету никаких суверенных вещей. Смотрите, еще один пример дам. Вот наши граждане, когда они недовольны тем, как рассудила наша судебная система, и проблем тут огромное количество, мы все же хотим то же самое, мы хотим, чтобы была нормальная судебная система. Они куда обращаются? В Европейский суд по правам человека. И гагаузы тоже. Да? Да. Вот если теоретизировать, можно сказать, что как этому так. Мы же в Страсбург обращаемся, когда не нравится решение наших судей, инстанций. В какой-то мере суверенитет судебной власти, он, можно сказать, что он делегирован в какой-то точке, в крайней точке в Страсбург. Но нам же это нравится. То есть вы имеете в виду, что в этом случае-то доверие и вера есть, и надежда есть, что Европейский суд по правам человека займет позицию человека, который подал Очень иск, правильно. и ожидается верное Обычно, решение. знаете, кто жалуется про то, что у нас заберут суверенитет? Люди, которые ничего не строили, не делали, не создавали. Не Понятно. создавали, понимаете? Идем дальше. Пустозвоны. Да? Они говорят, вам возьмут суверенитет. Во-первых, давайте определим, что суверенитет, что взяли, что могут взять. Во-вторых, кому это нужно. Да? В-третьих... Этими вопросами не задаются люди, которым адресуются вот такие мнения, которые мы только что вам представили и попросили ваш комментарий. Я знаю, они до меня тоже очень часто доходят. Видимо, чувствуют, что я могу стать ихним фолловером или следить за такими новостями. Промоватором? Да. Вадим, еще скажите, пожалуйста, почему вопрос о вступлении Молдовы в ЕС стал яблоком раздора и столько агрессии в общественности ощущается именно по этой теме? Я не думаю, что вопрос про вступление в ЕС, потому что я вам сказал, этот процесс уже идет 20 лет, по меньшей мере. Обострился он сейчас? Это, во-первых, обострился из-за войны. И здесь у меня плохие новости. Вот такие всплески небольшие ксенофобии, где-то они будут на всем континенте, не только у нас. И они будут и в России, и в Европе, и везде они будут. Второе, это, конечно, влияние социальных сетей. Это огромный скачок человечества. Можно читать, можно развиваться, можно учиться через этот телефон, но, к сожалению, есть и много негативных вещей, которые мы еще не адаптированы, да? Как с этим делать? И вот эти фейки, про некоторые, я помню, ко мне тоже приходят эти фейки, говорят, что вот уже мы должны были быть в войне, нас уже должно было не быть, нас должны были присоединить, оккупировать, приклеить, отклеить. Смотрите же, надо смотреть на реальность, да? И задача вот таких пропагандистов в чем? В изменении, не в изменении реальности, а в создании ложной повестки дня, у которой нет очень мало совместимости с реальностью. Это очень просто. Потому что легче создать из слов какую-то фейковую реальность, чем просто заниматься. И потом в ложь Кстати, я с ним коллега, я его знаю с университета господина Цирдию, я с ним коллега. Вы спросите его, сколько у него было проектов в парламенте, он уже, мне кажется, второй или третий созыв. Третий созыв. Сколько у него проектов про развитие сообществ, сколько денег было нашим государством потрачено за 20 лет. Вы знаете, сколько таких проектов у него? Проходило через парламент, сколько у нас было. Да мы там дрались. Вот он не дрался за села, за какие-то. Мы там, кто свой район, кто юг, кто север. Конкуренция была огромная на эти проекты, на подписание договоров с Мирным банком, с банком европейского развития, чтобы нам давали кредиты на водопровод, на ремонт железных дорог и тому подобное. А есть люди, специалисты по словам и созданию параллельных реальностей. Я вам скажу другую вещь, что в парламенте, по крайней мере, по меньшей мере, когда я был депутатом, были хорошие, достойные люди во всех партиях. Не буду говорить, что мои были лучше те. Хорошие, честные, достойные люди были во всех партиях. Я не буду говорить про партии. И левого толка, и правого. Я видел женщин, которым, может быть, в воскресенье лучше посидеть дома с семьей, а она бедная там по этим селам.
и открывала двери, чтобы там что-то построить, там где-то отремонтировать и тому подобное. И Да. телефон всегда включен. И поверьте, более того скажу, что большинство депутатов такими являются. Опять же, вне зависимости от партии. Знаете, когда очень сильно все поменялось, когда вот начали вот эти конверты, деньги. Я не о коррупции говорю, о том, когда появляются вот эти очень богатые люди, и они, давай я вот все куплю. Как у нас был период Плохотнюка. Я помню, вот тогда я почувствовал в парламенте, что как бы динамика как-то изменилась. Некоторые стали не по инициативе своей, что тебе позвонили, а вот по какому-то плану, да. И, конечно, там есть и коррупция. Есть люди, которые приходят только из-за влияния, денег и власти. Но большинство своем, вот я смотрю по своим коллегам и от других партий, когда я был, да, там богатые люди, наверное, или состоятельные меньшинство. Большинство как жили, там и живут. У кого-то даже квартиры в Кишиневе не было, кто-то должен был вернуться обратно в район, откуда он был. Но смотрите, здесь и проблема, я не скажу, что все хорошие депутаты, нет. Есть и плохие. Я не скажу, что вы не правы, вы правы. И здесь и культура политическая, вот ведения политики, да. Некоторые не знают как, вот, чтобы люди видели, что они между выборами делают, они не освещают правильно свою работу. Третий, как вы говорите, вот берут их на список. Я вам раскрою секреты. Почему берут на список? Он там авторитетный человек в этом районе, скажем, да. А нужен, он депутат, это же тоже не просто сел и поднимаешь руку. В чем-то он должен вы имеете в виду, разбираться. включают в список Да. партий? Да, включают, потому что он авторитетен там вот в И этой может регионе. принести голоса И может принести избирателям. голоса. Он приносит эти голоса, он приходит туда, тут бумаги вот такими штабелями. Если начинает все читать, не успевает. Если не читают, и некоторые, я тоже видел таких, которые только ключи от машины и телефон всегда с собой. Бумаги, да. А там Документов нет. такая работа, что нужно и с бумагами работать. Вот представьте себе, ты идешь навстречу, вы тоже были депутатом в местном, Да. в региональном. Ты идешь навстречу с людьми, они тебе жалуются. Я же не могу в устной форме. Мне, чтобы человеку помочь, нужно записать какую-то петицию, правильно направить. Это же бумажная работа. Ну да, это работа. Это огромная работа. Что мне показывать? А потом у меня была помощница в парламенте, она говорит, давай, тебе надо чаще там по Фейсбуку это показывать. Я говорю, что я буду показывать? Вот эти бумаги, вот стопки, да. Это же неинтересно, я тоже смотрю в Фейсбуке, там нету какого-то интереса. Смотрите, мой вопрос уточню чуть. Мой вопрос еще касался того, что деятельность депутатов в парламенте и ожидания людей, проживая в своих местностях, между ними такая большая разница, что тогда, когда заканчиваются выборы, люди понимают, что они сделали выбор. Дальше они остаются в ожидании следующих выборов. Очень часто случается так, что люди не верят. И вот сейчас, мне кажется, как никогда в обществе молдавском, гагаузском вот такое неверие, недоверие и нежелание идти на выборы, участвовать в выборах. И что с этим делать? Тут, конечно, проблема и в самих политиках. Да? К сожалению, знаете, политика без денег невозможна. Вот ты не можешь без денег делать политику полностью. Все равно тебе нужно хоть бензин, да, куда-то поехать. Но когда в политике слишком много денег, и особенности извне, тогда вот эти процессы мутируют. Да? А сейчас как обстоят дела? Вот сейчас, к сожалению, много. не знаю, кто-то на государственном уровне, как там, но очень много денег извне. И, к сожалению, из Российской Федерации. К сожалению, не дают одному человеку, которого задача как бы не ответить за кражу миллиарда. У него своя задача, то есть нету общенациональной повестки. То есть много денег они портят политиков. Даже я не буду говорить, безнаказанность портит. У нас очень часто получалось, что люди вот и в парламенте, и в правительстве, они откровенно воровали, да, воруют, или там были ситуации, когда не стало каких-то предприятий больших. Вот за всю историю Молдовы вы знаете хотя бы кто-то, кто вот реально получил по заслугам с этой точки зрения? Нет, обычно меняется политик, мы там на другого смотрим. Это трудный вопрос. Я думаю, что вещи меняются по чуть-чуть, и эта безнаказанность, она придет к определенному, она уже подходит к какому-то, я чувствую, такому к развязке, потому что недоверие в органы
судебные власти, там и прокуратуру, и там, может, у полиции лучше. Я смотрел опросы, там у полиции лучше, потому что они рядом. Когда плохо, ты кричишь «полиция», да? Но и там тоже совсем не идеально. То есть у людей уже как бы точка кипения. Ну, назовем это некой апатией. Да. Люди не хотят. Не апатия, недоверие. А потом уже есть проблемы и самих людей, которые работают в этой системе. В этих системах есть и нормальные люди. Они видят, что бы они ни делали, есть недоверие. Поэтому думаю, что внутри системы достаточно давления, и оно уже начнет давать большие результаты. И все будут ее критиковать. Все. Если вы социолог, сами проводили социологические опросы, и, конечно же, как специалист можете анализировать и те опросы, которые проводятся в стране другими людьми. Скажите, мы знаем приблизительно, какова обстановка в Гагаузии, а в целом в Молдове как люди смотрят на вопросы, связанные с европейской интеграцией, на европейский курс Молдовы в остальных регионах? Если брать в общей сложности, конечно, поддержка примерно, если брать тех, которые уже определились, да, то есть делаем такую форму, определились, то, конечно, это около 60%, от 55-60%. Сейчас он выше, потому что есть тема референдума, и люди об этом говорят, кто-то уже агитирует за это там на местном уровне, то есть больше информации. То есть чисто по социологическим вопросам референдум проходит, да, но не всегда опросы показывают то, что может быть в реальности. Да, да. Конечно, есть регионы, где ожидается более низкие, может быть, которые будут участвовать, говорят, нет, да, и будут и такие, или не участвовать в референдуме. Есть пару районов на севере Молдовы, есть в Гагаузии этот процент маленький, но я хочу вам сказать, что вы думаете, что в Гагаузии очень мало людей, которые поддерживают это, но их не так мало, как вы думаете. Во-первых, их чуть-чуть больше. Другое дело в том, Какие что... у вас основания так утверждать? В том числе опросы, но я не могу на них ссылаться, потому что не я их сделал, да. Но есть и были определенные моменты, когда почти четверть населения, больше трети населения было против. Это зависит от периода, да. Проблема в том, что они очень часто вынуждены так промалчивать, потому что когда ты живешь бок о бок, и там активно, вот, в особенности, я считаю, что гагаузам не повезло с властью в автономии в этот раз. В следующий раз я не высказывался просто, в предыдущие разы. А в этом раз я думаю, что вы сами уже разберетесь, что-то. Но если смотреть на это, то, так конечно, считаете, ты считаешь... не только вы. Да, то есть если смотреть на этот процент, конечно, он увеличивается, когда и местные власти более ориентированы на конкретные вещи, не на политиканство, и не на вот эту вечную склоку, потому что имидж Гагаузии от того, что сейчас вот происходит, и вот эти конфликты, и вот эта непонятная повестка дня, он очень плохой. Я помню, что вот приглашали на разные мероприятия, на праздники в Камрате. Я знакомился в Камрате с некоторыми дипломатами и послами здесь, потому что у меня не было возможности с ними встретиться в Кишиневе. А сейчас, вот я вам честно признаюсь, я хотел, вот на днях я тоже был в Камрате, там встречались, я даже не посла одного, скажу, что очень дружественной страны для Гагаузии. Не буду говорить, не хочу сдавать человека, одного дипломата с послом, говорил, и он сказал, что не хочет поехать вот в то учреждение государственное, в которое мне нужно было поехать. Просто потому, что они не согласны с определенными, как с ними общались, как правильно построить дипломатию, ты же не можешь человеку сказать, иди помоги мне, а потом говорить, что он, да. Хочу сказать плохое слово, да. Но материться не будем. Есть такое в жизни Гагаузии, об этом опять же поговорим в других наших передачах. Ну и последний вопрос, который мы хотели бы здесь в этой дискуссии еще обсудить. Если граждане Молдовы не поддержат европейский курс, то как это отразится на жизни страны? Трагедии как таковой сразу не случится. Сразу не случится? Нет. Но случится? Но медленно ситуация будет ухудшаться. Вот отвечая на этот вопрос, я сам себя спрошу, да? Вот, что я буду делать? Конечно, я хочу жить здесь и буду жить здесь. Но если я увижу, что
ценности моих граждан будут не совпадать с моими, а я хочу жить в мире, в добрососедстве, никогда не хочу ссориться с соседями, ни с кем. И я хочу развиваться в этой стране. Для меня очень ясно, что это путь, да, это единственный путь, который есть у Молдовы. Мы сейчас не в прошлом веке, это глобальный мир, маленькая страна. У нас у миллиона граждан уже румынские паспорта, у десятков тысяч болгарские паспорта. Еще почти миллион граждан заявлений, которые там в Бухаресте или в Софии должны, почти миллион. 800 тысяч, 710 тысяч это в Румынии, на сколько ожидание? десятков тысяч. На ожидание, да. То есть мы должны правильно оценить и себя как страну, маленькая очень страна. Были большие экономические проблемы, неправильная экономика построена в 90-х. Да? Потому что в других странах, которые пошли вот этим путем, они прошли через шок в 90-е, а уже в начало 2000-х пошел процесс развития на десятилетия вперед. Это же Польша, Центральная Европа и тому подобное. И если вы мне прагматичны, если мне скажут все, что мы хотим жить, закрыться, потому что, естественно, если мы начнем со всеми ссориться, и наши свободные туда переезды, тоже закроется, да? Никто нам поманы, или, как говорится, подачки не будет давать. Если вы мне так скажете, вот все скажете, не нужно нам, мы закроемся, будем в скрепах жить, да, вот, праздновать там всегда что-то, что я должен сделать? А что вы будете делать? Активная часть населения будет уезжать. Активная часть населения. А это будет равно экономическому самоубийству Республики Молдова. Я вам скажу более того. Вот вы задавали цитат господина Додона, будучи президентом, он говорил про эти кредиты. Почему он не боролся с европейским финансированием, будучи во власти? Я вам отвечу. Потому что он умный. Вот здесь он как политикан, как пропагандист сказал, он умный, потому что он знал, что если он этого не сделает, тогда вот этой активной части населения, которая по этим дорогам ездит, что-то продает, что-то ставит, что-то там ремонтирует, да, им трудно, и нам трудно, и у меня, поверьте, вот столько проблем и жаловаться на эту власть, но если вы у меня отбираете перспективу, да, то есть вы отбираете у меня надежду, тогда я должен уехать туда, где я могу не только самореализоваться, но существовать, понимаете? Вот этот вопрос очень простой. Потому что для активной части населения свободное передвижение, свободно в экономической деятельности, в торговле, это очень важно. Посмотрите, в любой предмет, любую вещь, которая создается у нас в Республике Молдова, вы увидите, что она как-то связана с другими странами, с развивающимися странами и тому подобное. То есть мы не говорим только о газе, да, но любое здесь оно связано с Европейским Союзом, потому что мы там находимся. Осталось очень чуть-чуть. Стать лучше, стать честнее, более организованными, менее коррумпированными и дальше идти. Это не значит, что мы будем там жить не знаю, там на земле обетованной. Мы будем ссориться. Но мы должны ссориться из-за нашего видения, как нам нужно развиваться. Но не из-за того, нужно ли нам развиваться или нет. Нам нужно развиваться, поэтому это единственное направление. Спасибо большое за эту дискуссию. Спасибо, что выделили время свое для нас, для наших зрителей. И здесь мы ставим точку в нашей передаче. Единомышленники продолжат свою работу. Вам, уважаемые наши зрители, мы предлагаем всегда оставаться с нами на YouTube-канале Gagos Media. И следующая передача «Единомышленники» уже скоро. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.